Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, 16 июня, газета «Ведомости» публикует интересный материал под заголовком «Российские потребители привыкли экономить из-за затяжного кризиса». Издание пишет о формировании долгосрочной покупательской дисциплины, ссылаясь на исследовательские данные, согласно которым, например, 65% респондентов тратят деньги рационально, по мере необходимости, не делая импульсивных покупок. Цитата. «Потребители, то есть мы с вами, с пессимизмом относятся к перспективам выхода из кризиса и к собственному будущему», констатируют исследователи. Конец цитаты. Также с пессимизмом россияне относятся к перспективам выхода из группы нашей сборной на чемпионате Европы по футболу после проигрыша команде Словакии 1-2. Леонид Слуцкий, главный тренер сборной России, объяснил поражение потерей игроками концентрации. Но, по-моему, проблема в том, что сложно вообще рассчитывать на положительный результат с унылой, невыразительной игрой. Неторопливая перепасовка царит и на политическом поле, внутри партий. Сейчас ни одна из них не стремится брать игру на себя, обострять ситуацию, дабы не тратить понапрасну ресурсы ключевых игроков на преждевременные рывки. Вот-вот Владимиром Путиным будет подписан указ о проведении выборов в Государственную Думу Российской Федерации, который даст официальный старт избирательной кампании. В конце июня парламентские партии проведут свои съезды, где будут определены кандидаты в депутаты, приняты политические программы, с которыми партии пойдут на выборы. Не позднее начала июля станет известна конфигурация избирательных округов, и мы узнаем, с какими или с каким регионом объединят нашу республику, сколько мандатов будет у Якутии. И все-таки, как сейчас партии готовятся к выборам? Ответу на этот вопрос посвящен сегодняшний выпуск «Арены событий». Уровень политической конкуренции, который мы имеем, именно тот, который востребован российским обществом. Именно так, а не иначе. А общество, как следует из свежего опроса Левада-центра, медленно впадает в эскапизм. Принять участие в выборах в Госдуму на сегодняшний день планирует менее половины избирателей. Совершенно точно будут голосовать 19% респондентов. Еще 25% проголосуют, скорее всего. 26% пока не определились, 12% сомневаются, 14% выборы совершенно точно проигнорируют. Но это общероссийский срез. Помочь разобраться в якутской электоральной и вообще политической конъюнктуре я попросил доцента кафедры политологии Северо-Восточного федерального университета, кандидата исторических наук Ольгу Парфенову, которая сразу обозначила яркую выраженность патриархальной или иначе приходской политической культуры в регионах. Ольга Афанасьевна, а как вы думаете, какую явку на избирательные участки можно ожидать в республике и почему именно такую? Мне кажется, что в Якутии можно прогнозировать явку буквально вот в районе 60%, то есть больше явно, да? И связано это, во-первых, с тем, что, как правило, в регионах, да, в субъектах люди голосуют более активно. Особенно хорошо голосуют жители села. Не будем забывать, да, что у нас вот сельский житель, он воспринимает до сих пор выборы, ну, как, скажем, такой вот, даже не праздник, а некую такую хорошую государственную традицию. Поэтому обязательно, я думаю, жители села подойдут. А горожане, наши горожане, это все будет зависеть от того, как пройдет наша предвыборная кампания, но горожане тоже активны. Не будем забывать, что у нас жители города, это все-таки недавние жители села большинства, да? Поэтому активность будет высокая. Ну и потом, традиционная Якутия всегда давала такой вот неплохой процент голосования. Ольга Афанасьевна, как вы видите, какими складываются сейчас образы партий и как партии, ну в первую очередь парламентские, работают над имиджем своим, над этими образами? Вяло. Партии работают достаточно вяло. Буквально, ну я лично вот наблюдаю, что небольшое количество баннеров, я вижу ЛДПР с таким традиционным достаточно, скажем, с их вот символикой, с традиционным лозунгом. Практически не видно коммунистической партии, Справедливой России. Но что касается Единой России, она, конечно, вот, собственно, агитацию провела, получается, в мае, в день предварительного голосования. Это и был вот этап, который ну, помог вот избирателю определиться и подумать, посмотреть на тех людей, которых партия предлагает. Поэтому вот в этом смысле, да, Единая Россия, она проработала. А вот остальные партии, почему вот они пока еще
такие вялые. Ну, единственный ответ, наверное, что пока у нас не определена вот точно дата, и, может быть, с этим связано. Ольга Афанасьевна, согласитесь ли вы, что может быть одна из причин вот этого общероссийского среза и небольшого интереса, сегодняшнего небольшого интереса избирателей к выборам, может быть связано с непростой социально-экономической ситуацией в стране? Я бы даже сказала так. У нас, если в 90-е годы, да, вот люди очень активно интересовались, то впоследствии вот этот накал страстей, он спал. Мы вошли в другой совершенно ритм, в другой цикл, в другую эпоху, когда надо работать, надо создавать определенные материальные блага и так далее. Да? Вот поэтому интерес к политике немножко спадает. А как партии преодолевают вообще эти настроения? Преодолевают ли они их? Ну, вот разные партии по-разному к этому подходят. Да? Вот мы уже сказали об «Единой России», она вот довольно хорошо обновила свои кадровые, скажем, кадровое лицо, кадровый состав. Она несколько сместила акценты, сменила акценты, она сделала определенный пересмотр, да, своих позиций, привлекла гражданское общество, ресурсы гражданского общества. Вот это очень важный этап, очень важный момент. «Справедливая Россия» пока четко не определилась с тем, как будет менять свое лицо. И вот, к сожалению, вот партии, да, вот парламентские партии, такие как вот «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, они как бы сидят на багаже прошлых лет, используют старую символику, ну, вернее, не старую, уже наработанную символику. Так? Они используют прежде всего своих политических лидеров, узнаваемых, тех, кого знает каждый буквально житель страны. Как вы думаете, наверное, нужно было бы использовать полностью тот политический цикл, который предоставляется партиям от выборов до выборов? Да, совершенно верно. Дело в том, что политическая система, как и любая другая, она циклична. То есть она по синусоидной вверх-вниз, вверх-вниз. И наиболее, скажем, неустойчивое состояние системы – это перед выборами. А после выборов она, наоборот, максимально сбалансирована, все устаканивается, устанавливается. И, конечно же, вот между этими двумя, скажем так, точками, да, максимума и минимума, все участники политического процесса, то есть все те, значит, субъекты, которые внутри системы работают, они должны быть активными. И как раз вот думские выборы у нас цикл 5 лет, достаточно такой хороший цикл для того, чтобы показать партии себя, проявить себя в разных сферах жизни. Я думаю, что наши партии, они как бы опустили руки. Вот такое ощущение, что они несколько раз расслабились, опустили руки и, значит, либо рассчитывают на то, что в любом случае они попадают в Государственную Думу, получают свой определенный процент мест, мандаты в Государственной Думе, и больше им ничего не надо, как будто бы. А ведь на самом деле для чего партия создается? Для того, чтобы, еще раз говорю, вот отражать интересы избирателей. Вот об отражении интересов давайте сейчас и поговорим. Начну, пожалуй, с так называемой несистемной оппозиции. И сразу вспоминается Достоевский, который писал: «Высший либерализм и высший либерал, то есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России». Предварительное голосование партии «Парнас», фактически сорванное 29 мая, очевидно, не позволит ей оказаться на политическом Олимпе. Партия роста имеет хороший потенциал для прохождения в парламент. Однако, не раскрывая своих источников, скажу, что вроде бы Борис Титов, возглавляющий партию, перегорел данным проектом. Партия «Яблоко» вполне может набрать 3–3,5% голосов и таким образом рассчитывать на финансирование. В целом, как отмечается на сайте Левада-центра, у либеральных партий сейчас есть две основные проблемы: неосведомленность об их работе и высокий антирейтинг некоторых их лидеров в глазах основной массы избирателей. Парламентские партии КПРФ и ЛДПР, по оценкам экспертов, гарантированно проходят в Государственную Думу нового созыва. Во многом симпатии к ним обусловлены последствиями социально-экономического кризиса. Партии являются главными выгодоприобретателями непростой экономической ситуации. Ту же карту разыгрывает партия «Справедливая Россия», которая, как следует из ее наружной рекламы, против приватизации «Алроса». Да кто же собирается проводить приватизацию алмазодобывающей компании? Республика сохранит все до одной свои акции
Контрольный пакет останется за государством, а в ходе торгов может быть реализована только часть федерального пакета. И хочется спросить строчкой поэта Владимира Вишневского: а кто продюсер этого заката? Действующий депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции политической партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов после памятного эфира «Арены событий» от 22 апреля внес в российский парламент ряд законопроектов. Так получается, что внес под занавес последней сессии Госдумы 6-го созыва. Мне представляется сомнительным, что Дума в ее нынешнем составе успеет рассмотреть эти законопроекты. Но зато говорить об этом возможно аж до самых выборов. Тем временем независимая газета 14 июня опубликовала материал, в котором говорилось, что, цитата, «именно партия Сергея Миронова демонстрирует сегодня наибольшую склонность к проведению договорных кампаний». Все вы помните, что слухи о якобы существующих межпартийных соглашениях оказались несостоятельными. И опровергла их политическая партия «Единая Россия», опровергла, что называется, действием. Прежде всего, убедительными результатами предварительного голосования. Партия работала и достигла своих целей. Новые лица и реалистичные планы, по-моему, существенно отличают ее от оппонентов. Я могу подтвердить это как модератор дебатов в рамках предварительного голосования «Единой России». Партия не боится проблем и ищет пути их решения. Цитата по стенограмме заседания комиссии по подготовке программного документа партии «Единая Россия». Председатель «Единой России», премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Еще раз хотел бы обратить внимание. Все, о чем мы заявляем в программе, должно быть абсолютно реалистичным. Мы должны обещать только то, что можем сделать. Только в этом случае можно рассчитывать на поддержку наших людей. Время популистских предложений прошло. Конец цитаты. По результатам предварительного голосования вполне, скажем так, ожидаемо, да, получили хорошие такие проценты, хорошие голоса избирателей получили наши лидеры. Ну, Данчиков Галина и Куприянов Юрий, и новое лицо у нас появилось, это вот Гаврилов Чукур. Но мне очень понравилась программа Юрия Куприянова. В ней он делает достаточно такие свежие акценты социальной политики. Именно для якутян привлекательные такие идеи высказывает, которые, мне кажется, привлекут голоса в будущем именно вот к этой партии. Поэтому я поздравляю Юрия Степановича с такой удачной программой. Впереди нас ждет интересный политический сезон. А сегодняшний выпуск «Арены событий» завершен. Всего вам доброго. До свидания.